Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Юрий Черный. Я веду секцию номер 2. Название вы ее и сами знаете, надеюсь. Значит, я слышал от руководства библиотеки, что здесь присутствуют люди из районов, и вам нужно ехать домой. Вы не обидитесь на меня и на нас, если мы закончим работу секции в 4, как и положено в программе, да? Нормально? Значит, предложение мое следующее. У нас 7 докладчиков. Каждый получает 15 минут. 15. Получается 105 минут. И еще 15 до 20 мы оставляем в качестве резерва, ну, для дискуссии и так далее. Но мы можем их съесть, и тогда не останется времени. Значит, эти 15 минут для докладчиков распределяются так. 10 минут человек выступает, и я говорю, что осталось 2. Человек может выбрать, либо он 2 минуты говорит, либо 5. Если он 2 говорит, значит он получает еще право на 2 вопроса из зала, вопросы-ответы. Если же он съедает свое время, все 15, то вопросов нет, и мы движемся дальше. Я хочу спросить вас, согласны ли вы с таким регламентом? Согласны, да? Ну, тогда достаем программу. Сейчас, где она у меня? Ага, спасибо, Роза Михайловна. Спасибо. Так, презентация у нас все есть, да? Трансляция, наверное, тоже есть, я надеюсь. Вступительное слово я не делаю. Мне очень понравилось пленарное заседание, но это немножко нескромно, потому что я там тоже выступал. Но дело не во мне, а в том, что я почувствовал, что это высокий такой уровень, высокий уровень одновременно и любовь к Бичурину, и академический такой уровень, да? Вот, хорошая. И уже во второй части пленарного я почувствовал, что конференция состоялась. А дальше, то, что будет происходить дальше, это дело техники. Итак, секция «Гений места. Технологии работы с наследием отца Иокинфа. Посвящение Никите Яковлевичу Бичурину». Первый доклад. Васильева Ольга Валентиновна, заведующая сектором восточных фондов отдела рукописи Российской национальной библиотеки, город Санкт-Петербург. Доклад называется «Почетный библиотекарь Императорской публичной библиотеки отец Иокинф Никита Яковлевич Бичурин и его материалы в отделе рукописи». Пожалуйста, Ольга Валентиновна. Я прошу прощения, презентация чуточку задерживается. Хорошо. Ну, надеюсь, сейчас она будет. Ну, здравствуйте, дорогие друзья, коллеги-библиотекари в данном случае имею в виду, поскольку востоковедов, я так понимаю, тут нет. Очень рада с вами присутствовать рядом. Чуть выше, ближе, да. И буду тараторить, чтобы влезть в 15 минут. В чем сомневаюсь. Итак, имя знаменитого китаиста отца Иокинфа Никиты Яковлевича Бичурина тесно связано с Императорской публичной, ныне Российской национальной библиотекой. В 1829 году по ходатайству директора Алексея Николаевича Галенина он был назначен почетным библиотекарем и первым ориенталистом, работавшим в ее стенах. Итак, отцом Иокинфом составлен реестр всех китайских рукописных и ксилографических книг, находившихся тогда на хранении, общим числом 68. Помимо того, в библиотеку попадали все издания его трудов. Помимо того, что в библиотеку попадали все издания его трудов, в отделе рукописи хранятся, хотя и немногочисленные, но весьма интересные материалы отца Иокинфа, лишь половина которых отражена в известных работах Петра Емельяновича Скачкова. Итак, недавно нами были выявлены 6 рапортов, посланных архимандритом Иокинфом в коллегию иностранных дел в 1807-1808 годах, в самом начале его деятельности в качестве начальника 9-й духовной миссии. В своем первом рапорте он сообщает, что 500 рублей, положенные на починки в Пекине монастыря, отпущенные из Иркутской казенной экспедиции, с приставом титулярным советником Пербушиным для вручения мне в Пекине. То есть ему на руки в России деньги эти не дали. Этот документ, составленный 9 октября 1807 года, был коллегией получен 18 декабря того же года. Остальные документы датированы 10 мая 2008 года, то есть написаны за день до отъезда членов предыдущей миссии, которая, видимо, и должна была эти письма вести, и получены в Петербурге только 5 апреля 1809 года, то есть 11 месяцев они шли. И, надо полагать, нет свидетельств того, что какие-то ответы он на эти письма получил.
В одном из этих рапортов речь идет о корпусе келий настоятельских, корпусе, находящемся в ненадлежащем состоянии, и о выделении 6 тысяч рублей серебром на постройку новых келий настоятельских. Отец Иоакинф предложил для строительства 2 места. Первое – в самом монастыре, только и спросить некоторые от здешнего правительства прибавки земли. И второе – при церкви Николая Чудотворца, где продается несколько участков застроенных и незастроенных, которые можно купить за сходную цену, с той выгодой, что это место будет нашей собственностью. И притом, будучи при конце города, имеет чистый воздух и здоровую воду, а следовательно и весной для временного съезда нужное. Вот этот собор церковь Николая Чудотворца, собственно, в северном части Китая, который потом действительно прирос землей. И вот эта картинка, она сделана через 20 лет после того, как отец Иоакинф оттуда уехал. Но, тем не менее, само здание так и стояло. И дальше, и при нем, и после. В последнем рапорте говорится о находящейся при посольском дворе церкви во имя Сретения Господня, иконостас которой старинные простейшие работы и все внутреннее убранство требуют замены. Поскольку китайцы искусны только в изображении вещей, а не лиц, отец Иоакинф просит коллегию доставить сюда полный план иконостаса, который бы состоял из колонн кирпичных, в нем 4 образа местных на холсте, 4 над ними лучшего качества, дабы вся внутренность храма соответствовала величеству живущего в нем и купно возвещала славу и богатство Отечества моего. И из приложения можно узнать, что Пекинская Сретенская церковь, вот это в длину от горнего места до западной стены, я сразу из аршина перевожу в метры, 13 метров, в ширину 6,5 метров и в вышину 6 метров 85 сантиметров. В отделе рукописи хранится и единственный миссионерский труд начальника 9-й миссии. Это православный катехизис, изданный в Пекине в 810 году под именем Иоцинте, то есть гиацинт, вот как звучало на пленарном заседании. Значит, так он себя гиацинтом или хиоцинт по-французски. Кстати, он знал латынь, общался с последним иезуитским монахом очень дружно, они в дружбе были в Пекине на латинском языке, и французский он тоже знал. Это к вопросу об образовании в Духовной академии Казанской. Это китайский ксилограф «Уроки для конгрегации ангелов». К пекинскому периоду жизни отца Иоакинфа следует отнести 3 этнографических альбома, условно названных нами 1, 2 и 3. Они были описаны в печатных каталогах, но без упоминания имени отца Иоакинфа. Между тем, его рукой сделаны подписи к рисункам в 2 альбомах, а принадлежность ему 3-го альбома устанавливается по архивным данным. По инициативе при активном участии академика Владимира Степановича Мясникова эти альбомы были изданы. Первый альбом, озаглавленный «О народах, обитающих по берегам Амура, от реки Уссури до устья его» и так далее, ввиду его важности и необычного вида, был воспроизведен факсимильно с приложением сборника статей. Цветные рисунки альбома являются опосредованными копиями с гравюр из 3-го тома китайского ксилографического издания «Изображение данников Августейший сын», опубликованного в Пекине в 1761 году. А русский пояснительный текст к рисункам – перевод с того же издания. Ну вот здесь мы видим лист из издания и рисунок в альбоме. И вот это автограф Бичурина, его подпись к рисункам, объяснение, и тоже это перевод с китайского. И даже беглого взгляда на русские аннотации было достаточно, чтобы идентифицировать почерк писавшего их отца Иоакинфа. Но без ложной скромности скажу, что пришлось это сделать мне, потому что почему-то китаисты на это внимание не обратили. А то, что рисунки в первом альбоме сделаны им самим, установила искусствовед Елена Владимировна Нестерова. Альбом содержит 57 цветных рисунков, 56 из которых парные, расположены друг против друга. Не имеет пары и аналога, не имеет в ксилографическом издании изображения странствующего монаха. Между тем, аналог находится во втором альбоме. Первый и второй альбомы были куплены
Одновременно они имеют пометы 1822, 10 ноября получено от господина коллежского асессора Сипакова за 300 рублей в первом случае и за 150 рублей в другом. Переводчик Азиатского департамента, коллежский асессор Михаил Дмитриевич Сипаков был одним из 4 студентов миссии, руководимой отцом Иокинфом. И именно с ним по возвращении в Петербург опальному архимандриту удавалось поддерживать контакты. И именно у Сипакова хранилась библиотека Бичурина в то время, когда он находился в ссылке на Валааме. С большой долей вероятности мы можем предположить, что в 22 году Сипаков продал в публичную библиотеку альбомы, принадлежавшие отцу Иокинфу, причем сделал это по его просьбе, поскольку после возвращения из Китая в Петербург Иокинф находился под следствием, не получал жалования и остро нуждался в средствах, но об этом еще немножко дальше будет речь. Во втором альбоме 38 листов, открывается он образцами нашивок на одеяния китайских чиновников и военных. Далее следует по большей части парные изображения представителей разных народов и сословий. Очевидно, что рисунки выполнены разными художниками разного уровня мастерства. Относительно рисунков простой житель Люцузских островов и чиновник Люцузских островов на последних листах этого альбома Нестерова заметила, тщательно сравнив их с портретом отца Иокинфа, хранящимся в Институте восточных рукописей в Петербурге, что они принадлежат руке прославленного китаиста, но не писаны с натуры. То есть она определила, что вот этот вот в рост портрет, он автопортрет Иокинфа. В 1824 году в публичную библиотеку поступил третий альбом. По своему внешнему виду, обложке, форзацным листам, размеру и тематике рисунков столь близкий второму альбому, что их сочли 2 томами одного и хранили под одним шифром, но с литерными номерами. В сопроводительном письме обер-прокурора Святейшего Синода князя Мещерского директору Оленину, в частности, сказано: «Государь-император высочайше повелеть соизволил представленную от бывшего при Пекинской духовной миссии монаха Иокинфа книгу с 50 костюмами китайцев и смежных с ним народов припроводить в императорскую публичную библиотеку». Указание на 50 костюмов дает основание считать, что речь идет об альбоме, упомянутом во втором томе «Путешествие в Китай через Монголию» Егора Федоровича Тимковского. Он пишет: рисунки, раскрашенные китайских костюмов, представленные от бывшего при Пекинской духовной миссии монаха Иокинфа и находящиеся ныне также в императорской публичной библиотеке, в которую он и присланы по высочайшему государю-императора повелению в 24 году. И далее автор приводит описание рисунков, однако по большей части они напрямую заимствованы из подписей к оригиналам, ну, не второго альбома, не третьего альбома, а в общем, другого альбома. Егор Федорович Тимковский, пристав 10-й миссии, в обязанности которого входило доставить членов новой миссии в Пекин и вывести 9-ю. В дальнейшем Тимковский управлял обоими отделениями Азиатского департамента и сыграл значительную роль в судьбе отца Иокинфа, приложив немало усилий к его возвращению из Валаамской ссылки. Сейчас я буду цитировать единственный документ не из нашего хранения, а из Института восточных рукописей. Это записка к Егору Федоровичу, то есть Тимковскому, написанная 7 мая 23 года, в котором опальный монах говорит, что им были переданы, еще находясь в Петербурге, еще не в Валааме, на Валааме, что им были переданы для предоставления его величеству государю-императору, помимо ящика с каменями ревнистой породы, также план Пекина и костюмы народов Юго-Восточной Азии. То есть, как выясняется, потом не собственно костюмы, а рисунки костюмов. И далее он пишет: «Хотя при подаче сей помянутых вещей я не имел другой цели, кроме изъявления всеподданнейшего усердия и преданности к августейшей особе, но, не получая жалования, пришел в стесненное положение, к отвращению угрожающей мне нужде, не имею в виду других пособий, как просить за вышепомянутые пожертвования денежного вознаграждения». И далее он дает предварительную оценку своим подношениям, что ящик с каменями стоит 2500 рублей, костюмы юго-восточных народов 800, план Пекина 800. И, видимо, Тимковский нашел возможность довести до сведения царя содержание этого письма, поскольку тот выплатил желаемую, именно ровно такую же сумму выплатил Иокинфу указом от 21 октября. Ну, однако на Валаам его послал.
И третий альбом отчасти дополняет, отчасти дублирует второй альбом, купленный у Сипакова. Надо заметить, что некоторые рисунки из обоих альбомов сразу поступления их в публичную библиотеку были использованы в качестве иллюстраций к двум изданиям. Так, во втором томе «Путешествия в Китай» Тимковским опубликованы гравюры. Вот это тоже, это подобрала те, которые мне больше всего нравятся, такие движения хорошо отражены. Так, «Манжур в придворном платье» из книги Тимковского и «Манжурка в придворном платье», вот они имеют, то есть были скопированы с альбома Бичурина, со второго альбома. В третьем томе Тимковского помещена гравюра «Монгол Араши Тайци», соответствующая изображению монгольца на листе 17 второго альбома. Но подпись взята Тимковским из тех, что были сделаны на третьем альбоме. Все гравюры выполнены Иваном Васильевичем Ческим по рисункам Ивана Алексеевича Иванова. Он, кстати, тоже почетный библиотекарь публичной библиотеки, так же, как и Цициакинов. И помимо их имен имеют монограмму АО, которая принадлежит Алексею Николаевичу Оленину, директору публичной библиотеки и президенту Академии художеств. В 1928 году в своих записках о Монголии Акинф публикует 4 цветные литографии, 3 из которых имеют прямые аналоги в третьем альбоме. Это «Благородная монголка в богатом уборе», «Простая монголка», так, ушла «Простая монголка», вот это, ну, в общем, что-то потерялось. И здесь лама в полном одеянии во время богослужения в Пекине. Изображенный на 4-й литографии простой монголец близок к монголу на верблюде, однако верблюда на гравюре нет, и монгол изображен стоящим на земле. Вернувшись из Валаамской ссылки в Петербург, отец Иоакинф проживал в Александро-Невской лавре, в составе рукописного собрания которой в публичную библиотеку поступили 11 его работ последнего петербургского периода. В основном здесь представлены писарские копии, но есть 3 автографа, включая подборку работ по истории Китая, одна из которых опубликована в книге отца Иоакинфа «Китай в гражданском и нравственном состоянии». Известно, что в 1839-45 годах отец Иоакинф активно публиковал свои статьи в отечественных записках. Он много где публиковал, но в отечественных записках в частности. И к этому периоду относятся 3 письма редактору Владимиру Федоровичу Адоевскому, определенно написанных не позднее 1939 года. Вот в первом из них есть такие строки. «Сегодня я приступил к изготовлению для вашего будущего журнала любопытных статей касательно Китая с присоединенными к нему странами. Они, то есть статьи, займут 50 листов мелкого письма». И в дальнейшем эти статьи, видимо, были положены в основу изданной в 1840 году книги «Китай, его жители, нравы, обычаи и просвещения». Последним в обзоре рукописных материалов отца Иоакинфа мы решили представить находящийся в фонде Александро-Невской лавры приходно-расходный журнал за 1843-47 годы. Он включает адреса знакомых, письма родных, записки, квитанции, мелкий печатный материал, счета, записи расходов, которые позволяют взглянуть на личную, домашнюю жизнь ученого. Становится очевидно, что отец Иоакинф в данный период издавал книги за свой счет. Так, в 1843 году он потратил на издание «Планы Пекина», «Статистики Китая», «Земледелие в Китае» 8046 рублей. Это колоссальная сумма по тем временам, и особенно дорого стоило изготовление карт литографических, гравированных. Отец Иоакинф получал ежемесячное жалование из Вятского департамента в МИД в размере 83 рублей серебром. Ну, если это в год и в ассигнациях, то это 3486 рублей. Получал он и доход от продажи книг. Например, в 1944 году это 43 рубля. Общий доход вот в 1944 году, включая остаток от предыдущего года, равнялся 4662 рублям. В тот же период расход по кабинету, то есть на издание, вот мы уже про 1944 год говорим, составил 1140 рублей, а расход по хозяйству 3441 рубль и был практически равен годовому жалованию. Вот в чем же состоял расход по хозяйству? Здесь и мытье полов, и покупка соболей, и посещение бани, покупка лекарств, 1 минута, без вопросов,
Покупка лекарств и свечей, выезд, почтовые расходы, точение ножей, плата о слуге, чаевые служителям и многое-многое другое. Из продуктов регулярно упоминаются булка, рыба разных сортов, раки, яблоки, лимоны и апельсины. Любитель был апельсинов. Сахар, часто именно апельсины. Сахар, конфеты, грибы, молоко, сыр, яйца. И в постные дни тоже. Все, что не очень характерно для монастырской кухни. Наличие в списке расходов по хозяйству бутылок Мадеры, пива, бордо, горькой водки и сигар. Кстати, он курил, что в записках его внучки отражено. Предназначенных, вот это все так как-то спонтанно закупалось кучкой, скорее это для гостей. И поскольку он действительно принимал у себя гостей в своей, это у него была не келья, у него была такая двухкомнатная отдельная квартирка, но на территории Лавры. Вот эти все данные, они добавляют еще больше светскости живущему в монастыре, хотя и в отдельной квартире, монаху, и делают его образ более человечным, понятным и близким. Но главное не это. Очевидно, что полученные ранее демидовские премии и доход от продажи книг ученый тратил на последующие издания новых книг, которые, как представляется, не окупались сполна. Он сам создал свою славу не только написанием многочисленных фундаментальных трудов, но и их публикацией. Славу во имя отечественной науки. Окончаю я вот этой раскрашенной гравюрой того самого Иванова, который одновременно был почетным библиотекарем публичной библиотеки. Это вид Лавры со стороны Киновеева. Вот Нева, и в последние годы жизни отец Иоакинф с многими престарелыми монахами, он лето проводил вот на этой стороне Невы, ну там, ну как сказать, ну пансионат для очень старых жителей Лавры был. Так что он вполне мог любоваться этим пейзажем. Мне не хотелось его на могильный крест в конец ставить. Он, кстати, похоронен вот там, где деревья у Лавры, да, это сейчас там монастырское кладбище. Нет, это не монастырское, было монастырское. Ну, в общем, оно сейчас часть музея городской скульптуры. Вот там его могила. И вот в последние годы жизни он мог так смотреть на этих рыбаков, могли его в такой лодке перевозить. И это я к тому, чтобы добавить человечности. Это к вопросу, как смотреть на предмет изнутри, снаружи, а мы посмотрим его глазами. Спасибо большое за внимание. Раз. Спасибо большое, Ольга Валентиновна. Спасибо, ну, я скажу от лица присутствующих, извините меня за самозванство. Спасибо большое, что вы приехали в Чувашию, приехали в Чебоксары. И благодаря вам, вот человеку, который имеет, постоянно работает с первоисточниками, да, вот мы через вас прикоснулись с этим. Может быть, для вас это повседневность, да? Каждый день вы приходите, но я думаю, для многих людей здесь присутствующих это прикосновение к реликвиям, да, которые существуют в единственном. Я счастливый человек. Да. Спасибо. И вы знаете, эта частичка счастья передалась и нам благодаря вашему выступлению. Большое вам спасибо. Следующий, буквально одна реплика. Адоевский Владимир Федорович. Влияние отца Иоакинфа на Владимира Федоровича Адоевского состояло в том, что Владимир Федорович написал роман. К сожалению, он его не завершил, потом это сделал другой человек, собрав все вместе. Роман называется «4338 год. Петербургские письма». Сюжет здесь таков. Китайский студент Ипполит Цунгиев, фамилия скорее похожа на бурятскую, да, значит, чем на китайскую. Ипполит Цунгиев путешествует со своим дядей, дипломатом по России в 4338 году. И должна скоро прилететь комета, и наступит конец света. Значит, это вот такое предапокалиптическое время. И он описывает в письмах своему другу, студенту Лингину в Пекин, то, что он видит. И в этом романе впервые в мировой литературе, в мировой культуре был предсказан интернет.
в виде магнетических телеграфов, посредством которых люди там общаются, домохозяйства между собой. Да? Вот. Я представляю следующего нашего докладчика. Это Эльмира Исхаковна Амирханова, заведующая отделом рукописи и редких книг научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского, Приволжского федерального университета, город Казань. Ее доклад называется «Прижизненное издание Иоакинфа Бичурина в фонде научной библиотеки имени Лобачевского, Казанского федерального университета». Это дистанционное выступление, да? Видео, да? Пожалуйста. Уважаемые коллеги, рада приветствовать вас из стен научной библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, Казанского федерального университета. Наш университет, основанный еще в 1804 году, тесно связан с именем великого востоковеда, монаха, отца Иоакинфа Бичурина. Он был хорошо знаком с многими учеными нашего университета, вдохновлялся их трудами и также, конечно же, сделал очень много для того, чтобы наши ученые также познакомились с теми странами, теми народами, которые изучил монах Иоакинф Бичурин и о которых впервые стало известно во многом благодаря его трудам. Я хочу сразу же обратить ваше внимание на портрет отца Иоакинфа Бичурина в издании 1828 года, в его прижизненном издании «Записки о Монголии». Но самым ранним изданием, которое хранится в наших фондах, является не подписанная им публикация в журнале «Северный архив». Она была выпущена, эта публикация, в 1825 году, в тот период, когда он переживает довольно сложный период в своей жизни. При этом это именно издание, этот экземпляр журнала к нам попал из библиотеки Виленской академии, но еще в первой половине XIX века, и здесь мы видим об этом штамп, засвидетельствовал библиотека Императорского Казанского университета. Да? И вот эта публикация Иоакинфа Бичурина, первая научная публикация, в разделе «История» указы, относящиеся до английского посольства, бывшего в Пекине в 1816 году. Ну, собственно, мы понимаем, что монах Иоакинф Бичурин в этот период, как раз еще находясь в Китае, мог, собственно, эти указы сам же и каким-то образом получить. И вот важно, что он опубликовал их и познакомил нашу российскую научную общественность, но и не только, я думаю, научную. Многие издания Иоакинфа Бичурина сразу же закупались Казанским университетом. Об этом мы можем увидеть свидетельства в номерах, под которыми инвентаризировались его издания. Книга 1828 года «Записки о Монголии» была заинвентаризирована в 11 тысячи книг. Также буквально через год вышедшая книга о Чингизидах была заинвентаризирована чуть позже, также в 11 тысячи. Книга, которая была выпущена в 1835 году, носит инвентарный номер 16 тысячи. То есть, конечно же, ученые Казанского университета постоянно отслеживали выход научных новинок. За этим следил и ректор, и библиотекарь Казанского университета Николай Иванович Лобачевский, который требовал, чтобы обязательно все научные новинки поступали в нашу библиотеку. И, конечно же, уже признанный к этому времени ученый Иоакинф Бичурин действительно создавал такие труды, которые обязательно должны были поступать в фонд нашего университета. Выдающимся вкладом в китаеведение, который внес Иоакинф Бичурин, стало создание плана Пекина.
В фонде библиотеки находится издание этого плана, созданное Иокинфом Бичуриным в течение 1 года. Об этом подробно написано в издании «Описание Пекина». Публикуется в 1829 году это подробное описание. А вот сам план литографированным образом становится приложением к этому изданию. Буквально шагами Иокинф Бичурин проходит китайскую столицу, измеряет ее подробнейшим образом, описывает, очень художественно представляет все кварталы Пекина. При этом очень интересно, что переводит также на французскую грамматику, французскую фонетику, тут трудно сказать, да, название пекинских кварталов и пекинских достопримечательностей. Обозначает все оборонительные сооружения, башни, рвы, заполненные водой, показывает и другие географические ориентиры огромной китайской столицы. И, конечно, до сих пор поражает ученых его тщательное и очень подробное изображение запретного дворца. Не случайно такое название присутствует. Посторонний человек, тем более чужестранец, оказаться в резиденции китайского императора никак не мог. Только лишь вот эти гигантские ворота, их огромное количество, здесь все хорошо прорисовано, да, должны были запрещать, должны были закрывать доступ к резиденции. Но вот Иокинфу Бичурину удалось осуществить свое путешествие и четко, очень подробно прорисовать и вот этот запретный дворец. Нужно сказать, что это издание вышло в 2 вариантах, но вот у нас в нашем фонде оказался именно этот фрагмент, более подробный и более крупного масштаба. Прижизненные издания Иокинфа Бичурина поступали в фонд библиотеки и намного позже, уже после их выхода. Ряд из них связан с именем других великих коллекционеров, как, например, вот перед нами издание под номером В-239, которое поступило в библиотеку благодаря одному из ведущих археологов, ученых, создателя нашего огромного губернского музея Андрея Федоровича Лихачева. Он интересовался Востоком, и, конечно, это издание, которое было посвящено народам Средней Азии, вышедшее в 1851 году, за 2 года до смерти монаха Иокинфа Бичурина, было Андрею Федоровичу Лихачеву очень интересно. Карта, вы видите, да, очень была востребована, многократно ее явно открывали. И вот мы видим здесь огромный регион, который был областью интересов Иокинфа Бичурина, который он проехал, отправляясь в пекинскую миссию и вернувшись из нее с огромными богатствами, переданными затем в Казанский университет. Важное значение для науки представляют собой не просто прижизненные издания, но и, конечно, издания, на которых оставлены еще и автографы тех великих людей, которые создавали эти труды. И мы можем по праву гордиться тем, что у нас есть эти прижизненные издания Бичурина с его автографами. Их несколько. И впервые о них рассказывает Вячеслав Васильевич Арестов, один из моих предшественников на посту заведующего отдела рукописи редких книг Университетской библиотеки Казани, где в первом же очерке он подробно рассказывал о том, как он пытается
найти те книги, которые сам отец Иоаким Бичурин отправил в Казань. Отправил Иоаким Бичурин книги именно в Казанскую академию, духовную академию, так сказать, продолжательницу его альма-матер Казанской духовной семинарии. И об этом нам как раз и рассказывают два автографа вот на этих изданиях 1844 и 1848 года. Хотя к году мы еще вернемся. Да, вот мы здесь видим, что уже не в целом о Китае обобщающий труд был создан, а именно земледелие в Китае. В 1944 году эта книга вышла, и вот здесь автор подписывает, ну, правда, он, так сказать, себя здесь указывает, да, несколько, так сказать, скромно от издателя, да, в Казанскую академию. Вот как раз со вторым изданием здесь очень интересно, что автор подправляет год выпуска. Вот мы видим, как он пишет на книге «Китай в гражданском и нравственном состоянии», сочинение монаха Иоакимфа в 4 частях. Вот мы видим, он пишет в Казанскую академию, сочинитель, и очень интересно, да, указывает дату и автографа, и, конечно же, подправляет таким образом год, когда книга была выпущена. В ноябре 2020 года, 47 таким образом датировку, ноября 1847 года, мы не знаем, либо была выпущена эта книга, и поэтому он исправил год, либо же он уже даже в этот день и отправил эту книгу в Казанскую духовную академию. Есть и другой автограф на уже известной нам китайской грамматике, дарственная надпись, вы видите, архимандриту Даниилу, 1 сентября 1839 года, через 4 года после выпуска книги, Иоаким Бичурин решает подарить свой труд одному из своих духовных собратьев. И очень интересным также является издание, где мы видим уже другой образчик дарственной надписи, уже подарок самому Иоакиму Бичурину. Мы видим, как его здесь указывают почтенному отцу Иоакимфу на память отличных успехов и, конечно же, от переводчика, да, издания Илиады Гомера, который подготовил Николай Гнедич, важный символ того, что Иоаким Бичурин был очень близок к кругу золотого века русской поэзии, великих поэтов, включая Александра Сергеевича Пушкина. Одно из наших изданий сейчас выставляется в музее Евгения Абрамовича Боротынского, так как там действительно также рассказывается очень часто о том, какая была взаимосвязь у отца Иоакимфа с Александром Сергеевичем Пушкиным и с профессорами Казанского университета. Научная библиотека имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета обладает огромным 6-миллионным фондом, одной из жемчужин которых является прижизненное издание Иоакимфа Бичурина. Конечно, количество более 20 изданий невозможно было охватить в ходе моего выступления, но надеюсь, что нам удалось продемонстрировать богатство и очень интересный репертуар этого фонда в университетской библиотеке. Спасибо большое за внимание. Да, поблагодарим нашу коллегу из Казани Эльмиру Исхаковну Амирханову. Надеюсь, вы обратили внимание, как она свободно говорит. Она не заглядывает в бумажку совсем. И еще съемка. Как идет съемка? Я не знаю, кто это снимает, но снимает профессионально и ее, и издание. И мы видим эти карты, и издания. Я вам скажу, я такого не видел раньше. Вот. Это настоящий мастер-класс, вот так вот вживую показать, раскрыть вот этот фонд. Я очень впечатлен. Надеюсь, что и вы тоже, дорогие коллеги.
Сегодня на пленарном заседании выступал профессор Валеев Рамиль Миргасимович, как раз представитель Казанской школы. И я знал раньше о Московской школе востоковедения. Ну, вот, собственно, с коллегами из Московской школы я общаюсь. Ленинградская, как говорят, или Санкт-Петербургская школа, там профессор Алексеев, по-моему, вот, он был главой. Там немножко другой подход, другие традиции. А вот с Казанской школой впервые встретился, и было очень интересно послушать его доклад. Это тоже Казанская школа, но в области вот библиотечного дела, да, редкой книги. И я еще подумал, насколько библиотечное дело разнообразное, да? Вот вроде бы одно и то же, а вот в чем-то отличается. Третий доклад у нас тоже дистанционный, да? Это, скажите, пожалуйста, это подключение или трансляция? Подключение. Я объявляю докладчика. Ирина Владимировна Любченко, старший научный сотрудник Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, город Тобольск, Тюменской области. Название доклада «Тобольский Знаменский монастырь в судьбе востоковеда Никиты Яковлевича Бичурина». Ирина Владимировна, вы слышите нас, да? Да, я прекрасно всех слышу и рада приветствовать участников этой научно-практической конференции. То есть Тобольский музей-заповедник приветствует участников конференции. Большое спасибо. Ну, вы уже позначили название моего доклада, и я сейчас в настоящее время включаю демонстрацию экрана. Для того, чтобы была видна моя презентация. Так, она видна? Да, она уже видна. Я хотел сказать, Ирина Владимировна, 15 минут у нас регламент. Да. Мы будем наблюдать в обязательном порядке. Ну что же, погрузимся в историю Тобольска, которая тоже связана с судьбой востоковеда Никиты Яковлевича Бичурина. История православия в Сибири уходит своими корнями в далекое прошлое и берет свое начало еще во времена похода атамана на Ермаку в последней четверти XVI столетия. И спустя почти 40 лет после похода в 1620 году патриархом Филаретом и его сыном Михаилом Федоровичем, первым представителем династии Романовых на российском престоле, учреждается первая епархия в Сибири с архиепископской кафедрой в Тобольске. Эта епархия была одной из самых протяженных в России, и именно здесь начинается активное строительство православных храмов, зарождается сибирское летописание, иконописание православных, строительство православных храмов, формируются монастырские центры, в которых обретают приют одинокие странники, ветераны военных кампаний, старцы, которые увечные и старые государевой службы служить не могут. Со временем православные монастыри Сибири превратятся в очаги просветительства и духовной культуры края. Обителью, существовавшей в Тобольске еще до учреждения епархиального администрирования на территории Сибири, являлся Знаменский монастырь. Впервые он упоминается в документах 1596 года как обитель Зосимы и Ставатия. Изначально он располагался на левом берегу Иртыша, напротив раскинувшегося на правобережье города. И главной причиной переноса монастыря в пределы городской застройки, что произойдет в 1610 году, станут трудный доступ в это христианское прибежище и регулярно случающиеся наводнения. При первом сибирском архиепископе Киприане в 1623 году монастырь был перемещен в Нижний Посад и стал именоваться Знаменским. В книге «Письма и дозору» Тобольска, датированной 1624 годом, содержатся сведения о расположении монастыря рядом с пристанью, за татарскими юртами, на лугу мостовой речки и на берегу близ реки Иртыша, который выполнял функцию одной из основных транспортных артерий региона. Таким образом, расположение этой обители соответствовало древней традиции, получившей широкое распространение в русских землях, размещать монастыри при въезде в пределы городской черты.
И первая монастырская застройка, она, конечно же, велась в деревянном исполнении. И по сведениям той же дозорной книги, главным храмовым сооружением обители являлась церковь Знамения Богородицы Новгородской. Осветил ее владыка Киприан, и по имеющимся данным он являлся трепетным почитателем новгородского образа Знамения Богородицы. Дозорная книга сообщает о расположении на территории монастыря 5 келей, житницы, погреба под церковью, келарской под трапезной, за монастырем, житницы и двора Коровинного. В 17 столетии монастырские постройки неоднократно страдали от опустошительных пожаров, но регулярно восстанавливались. И каменное строительство разворачивается в Знаменском монастыре при митрополите Павле в последней четверти 17 столетия трудами московских каменщиков и кирпичников. Спасо-Преображенская церковь становится первой каменной постройкой монастыря. Ее освящение состоялось в 1791 году. В начале 18 столетия строится братско-настоятельский корпус Казанской Никольской церкви и колокольни. В 1750 году по проекту, присланному из Санкт-Петербурга, состоялась закладка каменного двухэтажного корпуса для духовной семинарии, которая была преобразована в 1743 году по распоряжению Преосвященного Варлаама. Сама же славяно-русская школа, она существовала в нашем городе с 1703 года. И вот как раз Варлаам преобразовывает ее уже в духовную семинарию. И по его распоряжению в 1770 году из пределов архиерейского дома, Софийского двора Тобольского Кремля учебное заведение переводится уже в Знаменский монастырь, который с этого периода превращается в главный культовый и духовно-просветительский центр Сибири. Первоначально учебные классы, жилые комнаты воспитанников размещались в келейных помещениях. В XIX столетии были возведены отдельный семинарский корпус и столовая, которые позднее, в 1870 году, были реконструированы, и два отдельно стоящих здания сомкнулись в форме глаголя в единое целое. И судьба Знаменской обители и располагающаяся в ее стенах духовной семинарии Тобольска связана с судьбами многих известных людей. Например, исследователь Сибири Петр Андреевич Славцов является ее выпускником, художник Михаил Степанович Знаменский, декабрист Фердинанд Богданович Вольф читал пост Гигиены семинаристам, в их числе и выдающийся русский востоковед Никита Яковлевич Бичурин. В 1806 году архимандрит Иоаким из Иркутска прибыл в Тобольский Знаменский монастырь в распоряжение преосвященного архиепископа Антония, который должен был определить его на учительскую должность в местную семинарию. Книга Тобольской духовной семинарии для записи всех перемен и исторических происшествий, он случившихся и быть имеющихся, фиксирует, что с июня 20 дня 1806 года на класс красноречия учителем определен переведенный из Иркутской епархии архимандрит Иоаким из обучающихся в Казанской академии. В этой же книге за 1807 год имеется запись о том, что в декабре месяце на место архимандрита Иоакимфа, выбывшего в Китай при Пекинской духовной миссии, учителем российского красноречия определен другой человек. С момента прибытия в Тобольск Бичурин вел себя достойно, с соблюдением всех монашеских правил, исполнял должность по семинарии учителя красноречия с похвальным успехом и не был замечен ни в каких предосудительных для монахов поступках. В период его пребывания в Тобольске он знакомится с автором букваря татарского и арабского письма Ниятбакыем Атнаметьевым и проявляет большой интерес к созданному им учебному пособию. Букварь представлял собой научный труд, адресованный русскоязычным учащимся для постижения ими не только татарского языка, но и ряда других тюркских языков. Букварь Атнаметьева был издан в 1802 году Российской академией наук, и Ниятбакый в 1807 году подарил экземпляр своего букваря отцу Иоакимфу вместе с российско-татарским словарем своего учителя, преподавателя татарского языка Тобольского главного народного училища Иосифа Гигана. Позднее, по сведениям биографов Бичурина,
Эти издания хранились в личной библиотеке ученого. Сам он отмечал их роль в формировании его интересов к восточной филологии. Сегодня, когда со временем появления первых научных работ ученого минуло почти 2 столетия, и чем больше вот эта дистанция увеличивается и отделяет нас от времени, в котором он творил, тем очевиднее становится значение его вклада в развитие отечественного востоковедения. И интерес к Востоку, конечно, в наше время он огромен. И судя по происходящим в мире событиям, будет продолжать возрастать. Он всесторонен, всеобъемлющ. Это история, культура, общество, государство, человек, религия, наконец, древние первоосновы великих цивилизаций Востока. Все это сегодня в центре внимания современников. Поэтому историческое наследие ученого остается востребованным и актуальным. Имя Никиты Яковлевича Бичурина не забыто. В Тобольске помнят и чтят его заслуги. Например, в ходе обзорной экскурсии по городу «Древний Тобольск на Седом Иртыше» гид обязательно упоминает о пребывании здесь востоковеда Бичурина. В ноябре 2018 года на базе научной библиотеки Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника прошли 6-е бичуринские чтения «История, культура и религия Чувашии», посвященные 241-й годовщине со дня рождения ученых. След, оставленный основоположником научного китаеведения России Иокинфом Бичуриным, не только в отечественном востоковедении, но и в истории отечественной культуры, в целом так значителен, что мы просто обязаны широко популяризировать имя этого исследователя и интересного человека, судьба которого так причудливо вплетена в историю Тобольска. Действующий в музее научно-просветительский лекторий обращал внимание посетителей на научное наследие отца Иокинфа. Ему было посвящено одно из мероприятий в связи с тем, что учреждение культуры в 2020 году им приходилось работать в условиях пандемии. Музеем была организована даже онлайн-трансляция лекции «Востоковед Бичурин». Пребывание Никиты Яковлевича Бичурина в Тобольске продолжалось всего 1,5 года, но город, Духовная семинария и Тобольская Тюменская епархия могут по праву гордиться, что их история тесно связана с именем этого знаменитого русского востоковеда. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Бичуриноведы всех стран, соединяйтесь, говорю я, перефразируя известный лозунг. Вот Ирина Владимировна деликатно обошла вопрос о том, а как, собственно говоря, Никита Яковлевич Бичурин оказался в Тобольске. Она решила не затрагивать его, но я напомню тем, кто не помнит, он был ректором Иркутской духовной семинарии, и семинаристы написали на него донос. Было разбирательство, его отправили в Тобольск, где он провел 1,5 года, да? Вот. Спасибо вам большое. Мы, будто побывали у вас. Говорят, что Тобольск удивительно красивый город, и он во многом сохранил ту красоту, которую вы показали на фотографиях. Это правда? Да, совершенно правда. Вы знаете, приглашаю всех участников конференции в древнюю столицу Сибири. Вот Тобольск, вы знаете, такой и одновременно старинный. Наверное, ни один из сибирских городов, если сравнивать по богатству исторического прошлого, с нашим городом сравниться просто не может. Так что добро пожаловать в Сибирь по следам Никиты Яковлевича Бичурина. Спасибо вам огромное, спасибо за подключение, за выступление. Мы будем готовить сборник, в который войдет и ваш доклад. И желаем вам доброго вечера. Дорогие коллеги, мы продолжаем нашу работу. И уже выступления будут присутствующих в этой аудитории людей. Ольга Владимировна Величко, ведущий библиограф отдела национальной литературы и библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики, город Чебоксары. Продвижение научного и литературного наследия Никиты Яковлевича Бичурина Национальной библиотекой Чувашской Республики.
В 4 мы закончим. Всем участникам нашей конференции. Чувашия имеет древнюю историю, самобытную культуру и славится выдающимися людьми, которые внесли вклад в развитие науки и культуры не только своей республики, но и страны в целом. Один из них – Бичурин Никита Яковлевич, ученый-синолог, основатель отечественного китаеведения, член-корреспондент Российской академии наук, почетный библиотекарь Петербургской публичной библиотеки, 4-жды лауреат Демидовской премии. Переводчик, ученый, монах уже при своей жизни получил признание как в России, так и за ее пределами, как человек большого ума, к мнению которого многие прислушивались. Его имя знакомо сегодня пушкинистам, историкам, религиоведам, синологам. Жизнедеятельность ученого изучается и в общеобразовательных школах, в средних, специальных, высших учебных заведениях. Фонд Национальной библиотеки, конечно, не такой богатый, как вот показывали нам научную библиотеку Лобачевского, но все-таки в фондах библиотеки у нас есть книги, труды ученого. Могу назвать некоторые из них. Это «Взгляд на просвещение в Китае», 1838 год, да, «История первых 4 ханов из дома Чингисова», «История Тибета» Хухунора в 2 книгах. И часть, то есть ряд еще изданий, представленные в электронной библиотеке Чувашской Республики. Для популяризации научного и литературного наследия выдающегося земляка используются как традиционные, так и инновационные формы работы, подготовленный научно-вспомогательный библиографический указатель Никита Яковлевич Бичурин, виртуальная выставка «Миссионер» и ученый Иакинф Бичурин, а также одноименное электронное издание. Создана персональная коллекция в электронной библиотеке, Национальной библиотеки Чувашской Республики, ну и проводятся различные культурно-просветительские мероприятия. В научно-вспомогательном указателе Никиты Яковлевич Бичурин предпринята попытка собрать и систематизировать научные труды, архивные, документальные и литературные материалы о Никите Яковлевиче Бичурине. В указатель включена библиографическая информация из центральных, региональных, местных изданий на чувашском и русском языках разных лет. Здесь нашли отражение основные издания Бичурина, его переводы с китайского, историко-географические, экономические, философские произведения, переписка ученого. Собраны книги, статьи, рецензии, посвященные ученому, а также сведения о нем в справочных, энциклопедических, библиографических изданиях. При подготовке указателя составители обращались в библиотеки, музеи, архивы, связанные с творчеством ученого, просмотрены библиографические издания и списки научных библиотек имени Лобачевского, Казанского государственного университета, Иркутского государственного университета, Государственного архива печати Чувашской Республики, прикнижная и пристатейная библиография изданий, посвященных Бичурину, а также электронные каталоги федеральных и региональных библиотек России и сводные каталоги Ассоциации региональных библиотечных консорциумов. Указатель дополнен архивными документами, которые расположены в алфавите архивов, и вспомогательный аппарат представлен именным указателем, указателем периодических и продолжающихся изданий. Библиография, которая представлена в указателе, не является исчерпывающей, это естественно, но составители все-таки стремились к максимальному отражению имеющихся ресурсов об ученом на то время. Сбор информации продолжается. В электронной библиотеке сформирована персональная коллекция Никита Яковлевич Бичурин, где представлено около 100 полных текстов документов. К 245-летию Никиты Бичурина библиотека, Национальная библиотека Чувашской Республики, получила подарок от партнера из Китайской Народной Республики, библиотеки провинции Аньхой.
Это список статей о Бичурине, опубликованных в Китае. Это диссертации, статьи из журналов и сборников. Могу назвать вот названия, да, некоторых из них. Это «Российский китаевед Никита Бичурин и его изучение Монголии», автор Ли Вэйли. «3 вопроса по истории китайско-российских культурных отношений в эпоху династии Цин», Чен Кайке. Никита Бичурин и его востоковедение, автор Дзяньбо. Китайский язык глазами Никиты Бичурина, так, автор Цзяо Хуэй. Ну и ряд других материалов. Список доступен на нашем сайте Национальной библиотеки, вы можете с ним ознакомиться. Библиотека имеет значительный опыт по созданию мультимедийных изданий и виртуальных выставок, при подготовке которых используются не только библиотечные фонды, но и архивные и музейные материалы. Электронное издание «Миссионер и ученый Иоакин Бичурин» знакомит с материалами его жизни и творчестве, научными трудами, литературными творениями, живописными и графическими работами. Здесь страничка виртуальной выставки, вот, которая была подготовлена к 240-летию. Есть еще и уже отдельным изданием изданное электронное издание. Так, в разделе биографии представлено краткое жизнеописание ученого-синолога, хроника его жизни и деятельности, научные труды, статьи, литературные произведения Бичурина нашли отражение в разделе «Творческое наследие». Даны полные тексты его основных работ и переводов с монгольского и китайского языков. Жизнедеятельность ученого представлена электронными версиями книг и статей видных исследователей духовного наследия Бичурина. Это и Василий Дмитриев, и Петр Денисов, Виталий Золотов, Юрий Артемьев и ряд других. Образ великого ученого нашел отражение в произведениях искусства и в художественной литературе. Также в стране немало памятных мест, так или иначе связанных с именем отца Иоакинфа. Раздел увековечения памяти как раз знакомит с ними. И также здесь размещены видеофильмы о Никите Бичурине. Литература о жизни и творчестве представлена в разделе «Библиография». Материалы в издании представлены на русском и чувашском языках. Как я уже сказала, с виртуальной выставкой пользователи могут ознакомиться с ее материалами на сайте нашей библиотеки в разделе «Виртуальные выставки». Для популяризации наследия и освещения жизнедеятельности земляка нашего библиотека проводит ряд культурно-просветительских мероприятий, и одним из значимых событий стала акция-турнир, которая была проведена к 240-летию «Миссионер и ученый Иоакин Бичурин». Она включала проведение познавательно-исторических часов, тематических вечеров, краеведческих олимпиад, книжно-иллюстративных выставок, викторин, конкурсов, других мероприятий в библиотеках и образовательных учреждениях республики. Был подготовлен цикл информационных сообщений о жизнедеятельности Бичурина, по которым были сформулированы вопросы интеллектуального турнира. Посты размещались в социальной сети ВКонтакте и в открытой группе «Интересно о Чувашском» и Национальная библиотека Чувашской республики. На сайте работал баннер «Миссионер и ученый Иоакин Бичурин», где как раз отражалась вся актуальная информация. И кульминацией акции стал как раз этот самый турнир интеллектуальный, состоящий из 20 вопросов по жизни и творчеству Бичурина, который прошел единовременно на всех 108 заявленных площадках по всей республике. И всего в республиканской акции тогда приняло участие свыше 9 тысяч человек. И выбранный формат акции позволил привлечь внимание как реальных, так и виртуальных пользователей библиотек, побудив их обратиться к литературным первоисточникам. А в этом году, в рамках празднования 245-летия со дня рождения Бичурина, библиотека объявляет очередную акцию, проводится викторина, и мы всех приглашаем принять в ней участие. Акция проводится с 5 по 15 сентября.
и у всех есть возможность проверить и углубить свои знания о жизни и деятельности всемирно известного ученого. При подготовке к акции викторины вы всегда можете обратиться к ресурсам Национальной библиотеки, которые представлены на нашем сайте. Ну вот таким образом мы показали, как на примере творчества Бичурина можно решать задачи библиотеки не только по сбору и хранению документов о крае, но и по популяризации их, делать доступным не только среди населения, но и для пользователей со всего мира. То есть, обеспечивая доступ, создавая информацию, мы распространяем достоверные, научные, проверенные знания, что способствует формированию, развитию и удовлетворению информационных потребностей пользователей не только реальных, но и виртуальных. И всех Спасибо. людей доброй воли, да? Конечно. Ольга Владимировна, огромное спасибо. Не уходите, пожалуйста. Вы выступили быстрее, чем ко мне было есть возможно, вопросы, поэтому да, есть возможность задать вам вопросы. Дорогие коллеги, вы хотели бы задать вопросы? Ольга. Да, на сайте информация уже должна быть вывесена, наверное, уже вывесена, но, то есть в новостном разделе вы можете посмотреть, то есть ссылки там уже все. Конечно, конечно, да. Мы всех вот приглашаем присоединиться, учителям, то есть информация, да, заходите на наш сайт, новостная лента, у нас всегда обновляется, актуальная информация вся там, да. Пожалуйста, еще вопросы? У меня есть вопросы, точнее реплики, такие комментарии. Первый. Вот иногда приходится слышать мнение, что в настоящем и тем более в будущем библиография не нужна. Вот раньше она была нужна, теперь уже пришло время автоматизированных информационных систем, есть специалисты, придет искусственный интеллект. Вот. А ваш доклад, он показывает, что библиография нужна. Ну а как вы потому что будете это искать информацию вот в просторах интернета? Для чего как раз вот и Лоцманы нужно? книжного моря. Да? Так говорили о Рубакине. Нет, Лоцман теперь книжного уже моря. получается не только книжного, но и виртуального все-таки. Да. И я еще увидел, знаете что? Вы же, по сути дела, вот аналогов такому указателю нет в мире? Ну, нет, зачем? Скорее всего, есть. А? Да, скорее всего, есть. Я думаю, что нет. Ну, То есть, в принципе... Нет, мы можем закрыть глаза и сказать, что нет. Нет, но в принципе Давайте эта будем заявка, закрыть. знаете, на что? Что Национальная библиотека Чувашской Республики является мировым центром библиографической бичурианы. Верно? Есть такое. Я говорю, заявка, и нужно просто это осознать, принять, продолжить и реализовать. Ну да. Потому что вот не остановиться, что мы сделали, ну просто вот библиографический указатель в ряду других, а вот сказать, что мы являемся мировым центром. Поэтому если где-нибудь найдется бичуриновед в Аргентине, в Нигерии, в Новой Зеландии, в Китае, в одной из провинций, да, где еще он может найтись? Ну, в любой точке земного шара. Он будет знать, куда обращаться, потому что обращаться нужно прежде всего за источниками, да, а потом уже и за текстами на их основе. Конечно. Вот, и что-то я еще хотел сказать. Вот мой вопрос. Вы можете удивиться, но вот он передо мной стоит. Как вы думаете, 246, 247, 248, 249 лет отмечать международные конференции по Бичурину надо? Или провести одну через 5 лет, значит, международную, такую масштабную, с приглашением китаеведов из других стран? Но все равно 246-249 как-то надо отметить, да, ну, на местном уровне. Вот я хотел бы ваш вариант ответа услышать. Ну, здесь опять будет, как вы вот в своем выступлении говорили, Да. взгляд оттуда и взгляд отсюда. Да. Мой взгляд будет все-таки отсюда, Естественно, а не да. оттуда. Естественно. Потому что мы то есть мы не привязываемся никогда вот к этим круглым датам. Да, они круглые, мы, естественно, что-то планируем и что-то там
выпускаем или что-то где-то работаем, но идет ежегодная работа в любом случае, поэтому неважно сколько лет персоне, либо там какой-то... То есть для какому-то малой событию. родины ежегодно это обязательно? Конечно, конечно. А для России и мира? А вот для России и мира, скорее всего, будет как раз важнее есть- то, что вот эта кругленькая циферка. То есть, может быть, идти, ну, я говорю, вот взгляд извне, да, малой родины. То есть такая серьезная подготовительная Да, работа потому что вот в к любом тому случае, да. событию, которое Конечно. должно произойти. Ну и участие в ежегодных тоже. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Прекрасный доклад, прекрасная работа Национальной библиотеки. Надежда Григорьевна Иванова, доцент кафедры чувашского языка и литературы Чувашского республиканского института образования, город Чебоксары, наследие Никиты Бичурина в школьном образовании. Ну, я считаю, что мы уже темп поймали, да, и напоминать людям о регламенте я уже и не напоминаю, люди чувствуют примерно, когда там, если есть небольшое превышение, то, значит, да. Да. Спасибо большое. Надежда Григорьевна, пожалуйста. Добрый день. Поздравляю. Сегодня целый день у нас конференция, очень интересные доклады, гости издалека. Материалов очень много. Информацию надо переваривать, потом уже надо. Но для себя я очень многое сегодня взяла. У меня тема такая – наследие Никиты Бичурина в школьном образовании. Что такое наследие? Вот сегодня мы слушаем, и пленарное заседание сегодня. Наследие – это явление культуры, быта, ценностей. Но самое главное – накопление информации. Вот. А историко-культурное наследие – это материальные и духовные ценности. Мы, когда в школе говорим детям, вот Бичурин из Китая привез на стольких-то верблюдов столько-то пачек, значит, книг и этих. Они думают, это только бумаги. Вот, все так думаем. Бумаги, значит, письма, рассказы, информация вот такая. А вот это недвижимые, это и культурное наследие, это включает и объекты недвижимого имущества, исторические события описывает Никита Бичурин. Также представляет собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры. Я сидела, когда подготавливала этот документ, презентацию, думала, карты есть, сооружения есть, все об этом описывает Никита Яковлевич, значит, это археология, архитектура, история и это свидетельство эпох, цивилизаций и подлинные источники информации. Также у Никиты Бичурина природное наследие есть, потому что мы в школе школьниками изучаем очерк «Байкал», хотя описывает только он там, но вот природное наследие, так и живая, и неживой природа, тоже в его материалах есть. Значит, и последнее, самое интересное, нематериально-культурное наследие, которое также называют живым наследием. Включает обычаи, формы, представления, выражения, знания, навыки. Это выделяло. Дальше в презентации выделено вот эти, значит, серым, как бы голубым цветом. Это где в этих материалах Никиты Бичурина, какое наследие он нам оставил. Это и памятники, также мавзолея нет, монументальное искусство есть. Вот это произведение ландшафтной архитектуры сегодня вот Казанской, Лобачевского, слушали мы материал. Также памятные места культурные, но самое главное и материально-культурное наследие. И у нас литературное произведение Никиты Яковлевича Бичурина – это и есть нематериально-культурное наследие. Это обычаи, формы, представления, выражения, знания, навыки. Это прежде всего фольклор, народно-художественные промыслы, бытовые традиции. Также устные традиции, язык и обычаи, обряды и празднества, которые, значит,
Бичурин описывает в своих материалах, и знания обычаи, относящихся к природе и Вселенной. Вот на нематериально-культурное наследие. Некоторые книги только тут поставлены, но самое главное мне интересно, которое он изучает. Вот самое для меня самое интересное было, это история Тибета, Китая, Монголии, а сегодня еще увидела книги Азии. Вот эти материалы, вот это нравы, обычаи, просвещение, это и есть нематериально-культурное наследие нашего Бичурина. Литературные произведения, как начал писать Никита Бичурин? Он, когда учился в Казанской духовной семинарии, первое свое стихотворение написал на чувашском языке в 1795 году. Тогда еще был только, значит, азбука Ермея Рожанского на чувашском языке, и когда он уже тут Амросию посвятил это стихотворение и прочитал «Сегодня мы». А в 1795 году, уже в декабре, у него уже, получается, вторая и третье стихотворение. Это под именем Никита Печуринский, не Б, а П, Печуринский. Мелос – это песня на древнегреческом языке, и на древнегреческом языке написал. И сон на русском языке. Вот эти произведения, они у нас для истории чувашской литературы, это очень большое значение имеют, потому что это он сочинитель чувашской поэзии, художественной прозы. Они написаны, значит, в 1795 году, когда еще чувашской письменности не было. Мы в школе теперь в учебниках для детей произведения Бичурина даем в переводе. В переводе, получается, с русского языка на чувашский это «Очерк Байкал». В переводе, получается, стихотворение «Песня» с древнегреческого опять на чувашский язык, и «Сон» на русском языке, написанном Бичуриным, опять на чувашском языке. Вот его просветительская деятельность является важным вкладом не только в чувашскую и русскую, но и мировую педагогическую культуру. Бичурин также перевел ряд китайских трактатов, это уже знаем мы об этом, истории, географии, лингвистики, этики, философии и так далее, и так далее. Вот на чувашском языке, который он написал. И русский подстрочный перевел у нас академик Михаил Яковлевич Сироткин, член-корреспондент. Паян Ибир Айла Тайнатпар, Пуриберле Хибердюбе Калатпар, Паян Ибир Идах Савнатпар, Пюрзе Журатна Санангун, Тавахат Тепиге Врент Нижень, Рехмет Сана Хварман Нижень, Вадличень Телели был, ну майжул пурный чень сыв был. Пить интересно, ну майжул пурный чень сыв был. Очень интересный диалект, а диалект это Чебоксарского района, понимаете? Вот это очень интересно. Ага, вот это, мне вот это самое интересное, когда вот мы на чувашском языке это смотрим. Дальше, другая это «Сон» на русском языке, она очень длинная, но она написана в 1795 году, тут уже коротко поставлена, но это написано на русском языке. Дальше. Вот это уже на древнегреческом языке, но его с древнегреческого языка на русский перевел Ермей Рожанский и на чувашский. Он опять наш автор первой грамматики чувашского языка. Вот почему все это показываю, потому что литературное произведение – это очень интересно. Дальше, вот это китайская песня. Это китайская песня, уже посмотрите, 1846 года. Это дата нет, условная только. Она напечатана в книге это «Ради вечной памяти» Бичурина. Вот когда он вот эти даты поставили, это значит условные, в 1846-48 годах, что делал Бичурин? Вот и «Земледелие Китая» издавал, автобиографические статьи писал, и вышла книга вот такая из Академии наук, и получил Демидовскую премию. Вот в это время он уже как бы воспоминание, вот это и пишет, вот эта китайская песня. И троесловие. Троесловие, это значит у нас тут 50...
строф, получается, и подстрочный перевод опять с древнегреческого перевел. Тут не Ермей Рожанский, а Иван Рожанский. Братья. Вот. И это очень интересно. Теперь, почему я вот эти материалы даю? Вот эти материалы, которые я говорю, они у нас уже освещены в учебных пособиях для школ, которые изданы. Ну, «Дружба» Никиты Бичурина, Александра Пушкина. Для меня самый главный интерес, мы это знаем, Бичурин дал свой, значит, ненапечатанную книгу Пушкину, это получается. И самое главное, и он столько книг ему подарил. Сегодня мы услышали об этом и пленарном, и здесь. Но самое главное, значит, друзья, ну, как бы это вот эти знаменитые наши русские писатели и, значит, и Овчинников, об этом мы говорили, Пушкин, это Пушкин, Чувашия. Но вот для детей мы в школе учим, вот, когда Александр Пушкин при 1833 году выехал, получается, из Петербурга 17 августа, значит, и посетил по пути землю чувашского ученого друга-монаха. И самое главное, вот на могиле матери побывал Никита Бичурин и написал вот это стихотворение. И это стихотворение мы нашли, это, значит, сборник сочинений Александра Сергеевича Пушкина, где когда 40-томник, что ли, вот там мы искали ее. В 1833 году, вон она. «Стою печален на кладбище, гляжу кругом обнажено, святое смерти пепелище, степью лишь окружено, и мимо вечного ночлега дорога сельская лежит, по ней рабочая телега изредка стучит. Одна равнина справа, слева, ни речки, ни холма, ни древа, кое-где чуть видятся кусты, немые камни и могилы, и деревянные кресты, однообразны и унылы». Вот это он Александр Сергеевич Пушкин посвятил, значит, матери Никиты Бичурина, когда он побывал, когда он преклонился перед ней это, на кладбище. И потом, когда я вот к этому докладу готовилась, для меня это самое главное было. Никита Бичурин знал, когда умирает. И он, когда уже он должен умирать, уже через недельку, ну через 3-4 дня, он на всю жизнь дал, чтобы о них поминали, себя, Никита, матери и отца, и заплатил за это. Вот для меня это было удивительное, вот это в воспоминаниях. Вот, вот то, что вот мы говорим дружба, не дружба, хотя сегодня он выступал, Александр Сергеевич Пушкин, он как бы в отцы кадился, как бы он это, Никиту Бичурина как бы помогал по жизни, вот эти. И Александр Сергеевич остановился на ночь с 3 по 4 сентября 1833 года в Чебоксарах и в Малой Сунды, где у нас вот такая дощечка у нас есть. На этом месте находилась почтовая станция Малой Сунды. Это не деревня Бичурина, это другая, где станция была. Вот эти материалы. Опять. И последнее это произведение, литературное произведение его, это «Байкал». «Байкал» тоже интересно, я говорила уже, она написана на русском языке. Это письмом написано, это письмо Сомову. А другое название – это «Отрывки и путешествия по Сибири». Письмо, когда он написал это письмо, когда он уже на лечение туркинским горячим водам ездил, вот тогда он смотрел уже на Байкал и об этом красоте, о Байкале письмом. И когда вот Бичурин это на русском языке написал, мы когда уже надо было это произведение включать в программу, мы это с русского на чувашский язык перевели. О Байкале мы знаем, потому что мы читали, а вот о стихотворениях нам неизвестно было. Вот я работаю в Чувашском республиканском институте образования. У нас сайт, вот, например, в сайте у нас поставлены, это значит, программы,
Вот те, которые, вот главная деятельность, научно-методическая деятельность и нацсевереневе. Бурятия, для вас это. Материалы нужны, потому что для воскресной школы, и для библиотекарей, и для всех, потому что у всех дети учатся в школе. А вы не знаете посмотреть, где же эти программы, примерно общеобразовательные программы. Вот примерно общеобразовательные программы, вот история культуры родного края, чувашский язык и чувашская, родная чувашская литература. Вот эти программы, они все поставлено, все можно перекачать, посмотреть и прочитать. Эти же программы у нас, они не на чувашском языке. Мы раньше на чувашском языке писали, они как в книгах напечатаны в книжном издательстве. Они переведены на русский язык, они поставлены в ФГОС-реестре в Москве. Они все вот в ФГОС-реестре. А эти книги, они уже как бы чувашские, получается. Поэтому то, что мы говорили о литературных произведениях Никиты Бичурина, они все, вот книги выпущены и примерные рабочие программы. Я хочу только показать страницы учебных пособий, потому что вот учебные пособия, пока они у нас название учебника не приняли, мы для этих книг мы сперва программу пишем, потом книгу пишем, потом электронную форму учебника пишем, потом методическое пособие пишем. В Москву отправляем вот как бы комплект каждому классу, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это все делает Чувашский республиканский институт образования. Программа это автор моя, и это учебники мои. Получается, автор этих – это Степанова, тут коллектив авторов. Вот, например, 9 класс, обзор. То, что я озвучивала, какие, значит, это стихотворения, что он делал, мы в обзоре все даны. Это получается реформы, рождение новой письменности, место художественного очерка литературе мы даем в 9 классе в чувашской школе. Вот учебник. И, значит, если ваши дети пишут заявление и изучают в 9 классе чувашскую литературу, то материал это тоже есть у вас, эти учебники. Вот наследие Никиты Бичурина у нас не только в учебниках родная литература, чувашчельхи, чувашский язык и история культуры родного края. У нас есть предмет история культуры родного края, и там изучаем тоже, вот учебник вышел. Вот Бичурин и знаменитые люди Чувашского края. И что хочу, у нашего народа не иссякает любовь и почтение к вышедшему из его среды, крупнейшему всемирно известному ученому Никите Яковлевичу Бичурину. Поэтому не только у нас памятники, музеи, но и школьное образование тоже очень активно пользуется и дает школьникам с 4 класса по 11 класс информацию о Никите Яковлевиче Бичурине. Все она отрежена в примерных общеобразовательных программах, после программ учебниках и школьных стенах. Тигаторию дети, мы посмотрели, участвуют в олимпиадах, квестах, КВНах о Никите Бичурине. Они изучают сперва материал о Бичурине на уроках в школе. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемая Надежда Григорьевна, за ваш подход, за тот интересный ракурс, интересный взгляд на Никиту Яковлевича Бичурина, который вы представили, который вы нам подарили. И так подробно, так вот, как методист это делает. Вот чувствуется методический опыт. Что? Это вопрос к Надежде Григорьевне. Так, я представляю следующего докладчика, Наталья Алексеевна Сергеева, режиссер Чувашского государственного академического драматического театра имени Константина Васильевича Иванова, народная артистка Чувашской республики, и я еще добавлю заслуженный деятель культуры. Нет. Заслуженный? Нет, Кто? Народная артистка Чувашской республики. И все. Да, народный
Да, город Чебоксары, об опыте реализации театрального проекта о Никите Яковлевиче Бичурине. Ну, здравствуйте, мне очень приятно вас видеть. Действительно насыщенный день. Год назад никто не думал, что состоится такого масштаба мероприятия. Ну, может быть, мы подробнее попозже об этом поговорим. А теперь я хочу предоставить вашему вниманию тизер по спектаклю, который сделал Юра Сергеев. Юра Сергеев, вы знаете, он в свое время снимал фильм о Бичурине. А теперь он нам помог сделать тизер по спектаклю. Я прошу включить видео. Игежу урнатып сылқыра, Тобольск деген бір бәжік хулара. Эпхаль, ахаль монах бекту, Тура умінде ебле курнас хасумыла. Айби, самая пупраймару, Анзартран кезе 90 жыл бадырмақ, Еппақ саттаты, чанухмақ. Езі бары мана, шылма пұлдарды. Мана жал инге крен қыдарды. Анчақта хай санба бірле бұлза, Вилес келет хура тұмтығынза. Манчизм бұр бұлзан, Құшсаныр әш, Китай етне кайма қадірленеп детімесі. Ана ерсі бұмалық тұлып төзі. Қосыл қырабрендін Китайла жылай. Эзир ерек барзан, Епхам яда кекжан. Китай тенче жинчен, Нумай шылза қыдарды. Мінле тенче, Мінле юмақ құнда, Телейме жыраз ғажағындақ, Тумады бақ бек тұйын аттада, Шақшыр жинчен, шақ тенжерен тақшан, Тұқса қайма бұлдарны чавашта, Эптупрым авалхи чаншыр жыва, Тень вағытта хай каялла жыват. Сан шүттуба, ман шудалаз жедет. Я хочу представить вашему вниманию исполнителя главной роли Бичурина, артиста Академического театра имени Константина Иванова, Евгения Урдюкова. Сегодня всех мы вас приглашаем на спектакль, вы увидите его. Женя сейчас волнуется, хочет и информацию получить еще раз о Бичурине. И в то же время ему бежать надо скоро играть спектакль. Я думаю, что вы все придете на просмотр нашего спектакля. Я хочу начать свои слова с благодарности по созданию спектакля. Крестной матерью этого спектакля осталась и есть Лизакова Роза Михайловна. Дело в том, что она была тогда, спектакль был поставлен на гран-главы Чувашской республики, она была тогда министром культуры, и вот она очень рисковала, поддержала этот проект, и он состоялся, и спектакль был признан лучший спектакль 2022 года. По конкурсу «Узорчатый занавес». Женя Урдюков получил лучшую мужскую роль. За лучшую роль второго плана получил Геннадий Медведев в роли старца Бичурина, как вы поняли, старец Бичурин, там у нас еще есть, он соединяет вот эти все картины. Дальше, Лолита Чекушкина, которую вы услышали музыку к спектаклю, она получила как лучший композитор. В общем, все лучшие призы мы взяли. Вы знаете, каждый режиссер, наверное, мечтает поставить о таком человеке, о таком загадочном, неординарном человеке, как Никита Яковлевич Бичурин. Но в то же время это очень опасно.
Мне мой художественный руководитель Валерий Николаевич Яковлев, народный артист СССР, сразу сказал: ты не боишься зубы сломать об эту персону, с этим спектаклем? Я рискнула. Я сказала, что я рискую, и я рискнула. Да, был резонанс, общественный резонанс, потому что у Михаила Сундала, который написал эту пьесу, была своя версия, почему ушел Бичурин в Китай. Вы увидите своя оригинальная версия, почему он начал исследовать Китай. Конечно, я хочу огромную благодарность, слова благодарности выразить человеку, который практически спас эту пьесу и спас спектакль, народному поэту Чувашу Светлане Васильевне Азамат. Пьеса, честно говоря, была очень средняя. Надо было ее спасать, и она практически ее спасла. Это, конечно, художественное произведение, но оно затрагивает биографические слои Бичурина тоже. Конечно, не будет зритель сидеть, если просто мы будем сухие факты по Бичурину давать. Согласитесь, нам нужно же было привлекать молодежь, школьников, студентов, чтобы они заинтересовались личностью Бичурина. Спектакль о человеке, о внутренней борьбе человека, о взлетах и падениях, о радостях и переживаниях, конечно, о трагической любви, как же без этого. Поэтому вот так получилось, как получилось. Что еще мы в ходе проекта этого, конечно, были постоянные переговоры. Сначала я отдала на прочитку пьесы Валерию Семеновичу Григорьеву, он подкорректировал его, потом начались уже долгие переговоры со священниками, со служителями церкви. Он все-таки Бичурин монах. Действие все время происходит в келье. Там никуда не денешься. У нас обряд монашества, это мы все показываем. И он у нас, наш Бичурин, он очень глубоко верующий человек. Просто он разрывался между служением в церкви и наукой. Вот об этом наш спектакль. Огромную помощь в создании этого проекта, в создании этого спектакля, конечно, нам помог музей Бичурина, Ирина Удалова. Конечно, огромное вам спасибо. Оксана Николаевна я просто замучила. Круглые сутки ей звонила, просила архивные материалы побольше. Как вы сами понимаете, их очень мало, архивных материалов. И в Питер звонили. Кого только я уже тут записала. Отец Николай, который служит в селе Комсомольском, приносил нам одежду священников. Мы не знали, как одевать, как это все, как рясы одевать, как молиться, как архимандриты крестят. Женя замучился, он все молитвы, наверное, выучил, какие нужно было. Если он человек, служащий в церкви, естественно, должно все соблюдаться. Походка, пластика, манера разговора – это все Женина работа, Женина заслуга. Что еще? Огромную помощь нам тоже помог служитель церкви села Акулева, где родился Никита Яковлевич, рядом там, в Типнерах. Это отец Илья. Тоже все время с ним велись переговоры. Кого бы не забыть, вроде бы. Все время общались, вроде получилось, что получилось. Поэтому на ваш суд мы предоставляем вот этот сегодняшний спектакль. Приходите, пожалуйста, вы не пожалеете. Скучно точно не будет. Я бы хотела, чтобы Женя 3 слова сказал, как создавал этот образ. Наверное, всем будет приятно услышать. Женечка, подойди, пожалуйста. Здравствуйте всем. Вначале мне охота сказать, что огромное спасибо всем создателям, кто свою руку положил на такие труды, всем докладчикам, вам поклон. Столько информации, когда создавался этот спектакль, создавался этот образ, мы с Натальей Алексеевной, режиссером, много информации читали, книги, интернет помогал нам, всякие видео, фильмы, музеи нам помогали создавать этот спектакль, этот образ. А сейчас, когда я смотрел докладчиков, столько новой информации я получил. Вам огромное спасибо. На самом деле Никита Бичурин
богатый человек, богатый своей биографией и богатый своим трудом. Мне прям, я горжусь этим, что я играю такого человека, и это человек из Чувашии. А моя мечта, вы знаете, самая главная моя мечта, есть рукописи, которые не опубликованы. И вот этот спектакль и вот эти наши конференции, может быть, помогут поднять эту проблему и, наконец-то, до конца опубликовать то, что он написал. Они лежат в Санкт-Петербурге. Вот очень бы хотелось, чтобы в это вылилось, понимаете? Все? Есть вопросы? Наталья Алексеевна, я Приходите. нашу переписку с вами открыл. Это где-то 9 августа. Да. А вы расскажите, как мы с вами встретились. Нет, ну просто это время не позволяет, я другое Всё расскажу. И я не буду придумывать, я просто прочту. Сейчас, минуточку. Так. От всей души поздравляю вас, дорогая Наталья Алексеевна, пишу я в связи с присвоением звания народной артистки. Бичурин, наверное, помог. Спектакль был признан лучшим спектаклем 2021 года. Несомненно. Правда, и с этим я вас тоже поздравляю. Может быть, вы расскажете об этом на Бичуринской конференции 8-9 сентября? Мы приедем, наш институт один из организаторов, я член оргкомитета. Да, где-то инфа есть, потом вышлю. Конечно, я в курсе, можно было и спектакль показать ради этого случая, с дирекцией договориться. Я Артуру Вячеславовичу, это замдиректора по общим вопросам, информационное письмо выслал, могу и вам выслать. Он мне переслал. Знаете, это было бы прекрасно. А как вы это видите? Спектакль не в театре, а где? Или в театре? Просто в рамках этого мероприятия показ спектакля в театре, конечно. И после этого я написал Елене Васильевне Суховой о том, что вот Наталья Алексеевна предлагает в рамках Бичуринской конференции показать спектакль. Елена Васильевна связалась с Натальей Алексеевной, и все закрутилось, и решились все организационные вопросы, и мы пойдем на это. Это, знаете, у китайцев есть стратагема, одна из стратагем, которая заключается извлечь нечто из ничего. Извлечь нечто из ничего. То есть, согласно этой стратегеме, жизнь полна возможностей потенциальных. Просто нужно уметь их видеть и превращать в действительность. Ну вот в разговоре нашем, да, вот в таком неформальном, видите, поступило предложение, и как-то вот удалось его подхватить и реализовать, и вот сделать. Спасибо большое, Наталья Алексеевна. Значит, и последний докладчик наш, Герта Витальевна Белова, консультант по правовой геральдике, город Мариинский Посад, Чувашской Республики. Доклад называется «Геральдический образ Иокинфа на гербе Бичуринского сельского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики». Дорогие гости, дорогие земляки, поздравляю вас. Сундырская, Мариинско-Посадская земля, приветствую вас. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и творческих успехов. Так, а теперь моя презентация. Я вот сюда положу, потому что меня снабдили геральдисты геральдикой. Так, мой доклад есть. Смотрите, я поставила, как нажимать? Я поставила картину, не нажимайте пока. Я поставила картину нашего художника, уроженца деревни Вурман-Косы, это сейчас село Тагаево, тоже он живет и работает в Санкт-Петербурге, Анатолий Рыбкин. Это его работа, картина, написанная в 2002 году. Вот, так, а теперь
Смотрите, так как Мариинский Посад не только малая родина Никиты Бичурина, но и это родина чувашской геральдики. Там живет Вадим Анатольевич Шипунов, и фактически на данный момент более 400 гербов и флагов он сочинил. И вот герб Бичуринского сельского поселения, он был утвержден в 2007 году, когда была проведена реформа местного самоуправления, и не только районы и города, но и сельские поселения получили право, значит, то есть создавать свою символику. И вот блазон читается: в Лазаревом поле пониженная серебряная бычья голова прямо, из рогов которой возникает серебряная голова старца с пышными волосами, бородой и усами. Все обременено между рогов соцветием гиацинта, зеленым стеблем и листьями и 3 пурпурными цветами серебряными серединами. То есть, смотрите, то есть язык геральдики – это средневековый язык. Геральдика – это наука средневековая, которая получила в наше время новое дыхание. Вот этот герб, он… Это гласный герб. Почему гласный герб? То есть он говорящий герб. Если основной символ указывает на название поселения, а основателем этого поселения является Печура, то есть из исторического предания 3 брата Печура, Чинкей и Айдар, то есть основали свои поселения в тех местах, где останавливался священный бык. Они получили название по именам основателей: Печорина, Чингасы, Кугиева и Айдарова. То есть это из исторических преданий нашего ученого, чувашского ученого, историка Василия Дмитриевича Дмитриева. То есть как раз он и опубликовал впервые, собрал эти исторические предания и опубликовал. То есть название Печура, и поэтому, то есть в чувашском языке нет таких звонких согласных. Это потом в русской вариации мы стали озвучивать Бичурина, Бичурин, а тогда Печура. А по-чувашски эта деревня называлась Шенер-Бущ, так как она была расположена у деревни, у реки Шенерки, и Шенер-Бущ – это исток реки Шенерки. Значит, Бичурина – неведомое слово, пустые звуки для чужих ушей, а он услышал столько в нем родного, что взял его фамилией своей. То есть это… значит, из стихотворения Иакинт Бичурин, нашего известного чувашского поэта Педера Хузангая. То есть и в своих автобиографических записках он указывал, что родился именно в Бичурино, потому что его сознательная жизнь, то есть он переехал туда с отцом, когда ему было 1,5-2 годика, и, конечно, его сознательная жизнь прошла, связана с этими местами. То есть это малая родина, это вот как бы там похоронены его мать, его дед, и, конечно, тогда по традиции, по месту жительства и получил он фамилию, когда учился в Казанской духовной семинарии, Печоринский. Так, ну, это известные факты, поэтому я это все пропускаю. Это понятно, что, вот, что он великий ученый, ученый-монах, то есть именно посвятил науке. Ну, единственное, что хочу сказать, это на самом деле был одаренный ученик, которого приметил архимандрит Амвросий Подобедов, вот его труды, дальше его книги, то есть он издал много книг. Единственное, что хочу сказать, наверное, знаете, почему он тянулся на восток? То есть тогда век Европы, когда Европа кичилась своей цивилизацией, то есть мало внимания обращали на восток. А мне кажется, он чувствовал свои корни. Ведь чувашский народ – это древний тюркский народ. То есть до сих пор ведь происхождение даже не знают, откуда пришел чувашский народ. А вот мне кажется, как раз истоки были на востоке. То есть было такое государство Кашгар, сейчас Кашгари, то есть сейчас это Синьцзян, то есть часть Китая. А может быть, он чувствовал эти истоки и хотел понять.
Вот, ну, друзья Бичурина об этом уже говорили, то есть вот. А теперь немножко перейдем, смотрите, в 1800 году он принимает монашеский постриг и принимает имя Иакинф. Ну, я говорю в греческом языке ударение на, поэтому Иакинф, то есть смотрите, что значит Иакинф? Как бы здесь он сохранил и свое родовое имя. Ведь фактически его фамилия должна была быть Никита Яковлев, по отцу Яков. То есть по церковнославянскому, церковному, это Иаков. То есть по греческому Иакинф. То есть он как бы сохранил свое родовое имя. То есть на самом деле это был очень как бы глубоко чувствующий, образованный человек. И вот эту связь с родной землей, с родом своим он сохранял. А Иакинф, есть такая древнегреческая легенда, то есть фактически связана с именем спартанского царя. То есть это сын спартанского царя, любимец бога света Аполлона, который обучал этого юношу всем как бы знанием, чем он владел. Ну и когда во время спортивных соревнований, когда он метал диск, нечаянно попал в висок, и Гиацинт, Иакинф умирает. И тогда Аполлон поклялся, что имя его не забудется. Он сказал: ты будешь новый цветок. И как бы где капала кровь Иакинфа, вырастает прекрасный, красивый цветок гиацинт. Поэтому в переводе с древнегреческого Иакинф – это гиацинт. И очень много классиков в живописи, то есть посвятили много картин. Я тут взяла только вот Александра Иванова «Аполлон, гиацинт и кипарис». Дальше там Киселев, да, «Умирающий на руках Аполлона, гиацинт». Ну и очень много на самом деле таких картин и европейских живописцев. То есть смотрите, мы говорим в гербе бичуринского поселения, то есть это гласный герб, еще как можно было обозначить такую величину, это имя, потому что в гербе нельзя рисовать портреты, это правило герботворчества. Вадим Шапунов, он как бы нашел вот это художественное средство, геральдическое средство, при помощи которого можно было изобразить. То есть и мы с вами видим между священной головой быка и старца Печоры, то есть расцвел прекрасный гиацинт. Но если мы возьмем этот цветок, он как бы не похож на реальный цветок. Следующее правило геральдики, то есть в гербах можно изображать символически, аллегорически. И мы с вами видим, как бы, смотрите, цветок похож на крест, на христианский крест. То есть показывает тот путь монаха, который возложил на себя, который понимал тяжести монашеской жизни, но не отказался от своего призвания. И мы с вами видим, смотрите, 3 цветка, то есть Троица, да, то есть во имя Отца и Сына и Святого Духа. То есть и цвет, пурпурный цвет, то есть в геральдике все говорит. Пурпурный цвет – это цвет крови, из которого вырос этот прекрасный цветок. Здесь дальше представлена гравюра, которая находится в Эрмитаже, французского гравюра Агюста Сент-Абена, то есть и мы с вами видим как раз Аполлон, там ангелочек и гиацинт, который превращается в цветок. То есть это тоже аллегория. Здесь мы видим, значит, вот этот герб бичуринского поселения, на основе был создан флаг. Вот этот флаг, такой флаг. Значит, смотрите, то есть вот он, Бичура, вот этот флаг. То есть на всех торжественных мероприятиях они поднимают этот флаг. Вот. Но и на основе герба бичуринского сельского поселения был создан и герб бичуринской школы, где есть девиз, который принадлежит Ивану Яковлевичу Яковлеву: «Да здравствует истинное и благое просвещение». Вот это такой герб, значит, это герб и флаг бичуринского сельского поселения, а это герб и флаг
значит, Бичуринской школы. И мы с вами видим в основании щита вот эти цветочки, маленькие гиацинты прорастают. Это как раз и есть символ подрастающего поколения, которые равняются на имя этого великого ученого. Так, и что у нас еще дальше, почему не идет? Так, а вот это уже как бы, смотрите, с 2016 года популяризация вот этого образа я выступаю, то есть на научно-практической конференции, которая проходит в Эрмитаже, значит, и печатаются в трудах Госэрмитажа доклады. Значит, доклад мой был «Геральдика учебных заведений Чувашской республики», и мы с вами видим тоже герб вот этой Бичуринской школы. Кроме того, это было в 2019 году, а в 2017 году доклад, значит, мой был представлен о муниципальной символике Чувашии. И в 2017 году в трудах там есть герб Бичуринского сельского поселения. Здесь, значит, кроме того, в 2017 году, наконец-то, геральдисты Шипуновы, значит, супруги, издали вот такое второе переработанное издание «Гербы и флаги современной Чувашии» и представили свои работы. Я думаю, в библиотеке она тоже есть. Вот. Здесь я выступала на Всероссийской научно-практической конференции в 2018 году «Отражение символики малой Родины в гербах учебных заведений Чувашии». И вот этот доклад, он наверняка был бы напечатан, но тут как бы произошли вот такие события. Обычно в 2 года раз проходит эта конференция, но этот доклад, он был напечатан вот здесь, сейчас, в журнале «Народная школа». Вот журнал «Народная школа», номер 4, 2020 год. 2020 год. Вот, значит, пурпурный гиацинт и сокол. То есть вот у нас герб Бичуринской школы, герб Шошелской школы. Здесь вот как раз популяризация вот этих гербов для школьников, чтобы они знали свои символы. Символы малой Родины. Так, ну, а вот, то есть это вот первая картина наверху, то есть это выступление мое именно в Эрмитаже, вот там небольшое такое помещение, где проходило первое заседание Государственного совета, и там мы выступаем. Значит, здесь в художественном музее, это в Рязани, вот где много народа, Рязанская конференция, а здесь вот в 2022 году как раз в день государственной символики в апреле 2022 года я тоже как раз освещала вот как раз геральдику учебных заведений. А здесь мы в администрации вместе с геральдистами Шипуновыми, то есть на рабочем заседании в администрации города Чебоксары. Ну и, значит, это уже дальше идет учебное заведение. Ну и все на этом, наверное, закончу свой доклад. Спасибо большое, Герта Витальевна. Потрясающий доклад. Еще один ракурс, да, в освещении нашей темы. Есть ли вопросы, Герте Витальевне? Вопросов нет. Будем необиженно жить, как нас учит герб города Мариинский Посад. Это замечательно. Не только есть эти слова, да, как призыв, но есть еще и объяснение на целую страницу, что значит не обиженно жить. Дорогие коллеги, дорогие друзья, наша работа подходит к концу, и я хотел бы попросить выступить заключительным словом уважаемую Розу Михайловну Лизакову, директора Национальной библиотеки Чувашской Республики. Прошу, где вам удобно, Роза Михайловна, ну, пожалуйста, скажите, вот что вы ожидали от этой секции, глядя на программу, и что получилось, вот как, ну и то, что вы хотите еще сказать. Да, спасибо огромное. Вообще, действительно, имя Якинфа Бичурина в истории чувашского народа, чувашской культуры, науки занимает, конечно, эта фигура особое место. Вот кто-то сказал, вот выступление загадочное и так далее. Но главное, вот то,
как действительно человек служил в своей стране, своему народу. Сейчас вот в эти дни, когда очень как-то обостренно встал вопрос, в конце концов, вот, патриотической такой какой-то беззаветной любви к стране, жертвенной какой-то даже любви к нашей стране, как-то вот наша конференция какое-то еще дополнительное какое-то важное звучание, мне кажется, приобрела. Мне очень понравилось сегодня пленарное заседание нашей конференции, очень, потому что великолепный был просто доклад Валерия Сергеевича Григорьева, основной доклад. Выступления были, каждый доклад как-то новую дополнительную грань добавлял образу, вообще осмыслению имени Иоакинфа Бичурина. Наша секция, когда мы ее обсуждали, эту программу нашей секции, мы с коллегами как-то сразу поставили себе задачу поговорить о том, каким образом в деятельности библиотек, музеев, архивов, школ и иных других организаций, театров, учреждений искусства, вот можно было бы подходить к творчеству, наследию Иоакинфа Бичурина. Я так благодарна всем, кто откликнулся на приглашение принять участие. Наталья Алексеевна, вам огромное спасибо, потому что вы необычайно обогатили сегодняшний разговор вокруг имени Бичурина. Нашим уважаемым коллегам из регионов. Ольга Валерьевна, вам огромное спасибо за то, с каким глубоким материалом вы к нам приехали, за ваше присутствие в течение всех этих дней вместе с вами. Мы еще завтра будем продолжать работу. Я считаю, что вот задачу, которую мы ставили перед нашей секцией, мне кажется, мы ее выполнили. Юрий Юрьевич, вам как модератору, конечно, тоже вы тоже, наверное, какие-то делаете свои выводы, но мне кажется, все было очень хорошо. Конечно, вот мы стоим перед следующим этапом, важным этапом, когда нас ждет, собственно, 250-летие со дня рождения Иоакинфа Бичурина. Нам с нашим коллективом, с нашими коллегами в библиотеках, музеях, архивах республики, нам надо как-то вместе подумать, потому что нам надо достойно вообще встретить этот юбилей. Это огромный юбилей человека, который мирового масштаба личности. Поэтому работу будем продолжать. Спасибо. Спасибо большое, дорогая Роза Михайловна. Уважаемые коллеги, я желаю всем доброго вечера, радости и счастья. Работа нашей секции завершена. Велась трансляция, будет запись. Мы специально работали над тем, чтобы для истории эта запись сохранилась. Благодарю вас.